В начале встречи глава региона Махмуд Али Калиматов поблагодарил вице-премьера Александра Новака за визит в республику и деятельное участие, которое правительство России принимает в процессах по социально-экономическому развитию региона. Благодаря огромной помощи федерального центра в Ингушетии сделано многое. Республика продолжает улучшать качество жизни населения. Вы сейчас это посмотрели, увидели. В целом, скажу, те задачи, которые поставлены президентом Владимиром Владимировичем, вами, правительством, мы стараемся выполнять их в сроки и стараемся качественно. Поэтому хотел бы вам в целом доложить, что те предприятия, организации, стабильность экономическую мы старались, но вот последние перед Новым годом мы сегодня сформировали бюджет уже без мер бюджетного принуждения, вы знаете. У нас ушли вот эти долги, и за этот период у нас налоговая составляющая там недостаточно, но все-таки мы работаем в этом направлении. Самое главное, что у нас увеличилось рабочие места. Я вам открыто скажу, в первый год не было человека в любой встрече, кто мне не говорил: глава, дай работу. Я вам скажу, второй год я это не слышу. Не слышу. Потому что уже есть, вы видели, рабочие места. И теперь я уже говорю: товарищи, рабочие места более 3000 есть по республике, пожалуйста, давайте идите на работу. Ну и те объекты, которые вы видели, то, что вот мы сегодня открыли РИАК, который вы воочию видели, и швейная фабрика, ну и другие предприятия. А раньше вы всегда посещаете вот предприятия. Вы раньше АТМ выезжали, смотрели тоже, да, и Сад-Гигант смотрели. В целом, я могу сказать, что предприятия в республике заработали. Вице-премьер отметил, что у республики большой потенциал для успешного социально-экономического развития. И делегация в этом убедилась. Такие крупные предприятия Ингушетии, как птицекомплекс «Южный», мини-кластер, алюминиевый, швейное производство – это объекты, обеспечивающие рабочие места и с перспективой повышения налоговой базы республики, что особенно важно для развития региона. Скоро откроют школу для подготовки IT-специалистов. Это еще одно важное направление с учетом активного прироста населения. Нужно создавать условия, чтобы молодежь могла развиваться, учиться самым современным профессиям. Важно, что вы вместе со своими коллегами-инвесторами уделяете внимание этому направлению, сказал Александр Новак. Уважаемый Махмуд Али Шарипович, рад находиться сегодня в республике, в плановой командировке, для того, чтобы мы с вами совместно подвели итоги работы за прошлый год в республике по социально-экономическому развитию и по планам на текущий год. В республике действительно большой потенциал. Сегодня мы убедились в этом, увидев ряд инвестиционных проектов, которые реализуются на территории Республики Ингушетия. И правительством, и президентом особое внимание уделяется регионам Северо-Кавказского федерального округа. И поэтому нам важно, что оказывается поддержка региону. Будем и дальше, безусловно, стимулирующие меры оказывать, чтобы регион развивался, чтобы те показатели, которые касаются роста валового регионального продукта, создания рабочих мест, привлечения инвестиций, они реализовывались. Уже большая работа ведется в этом направлении. Спасибо вам большое и вашей команде. Но считаю, что впереди еще огромный путь и работа, и большой потенциал. Поэтому сегодня мы на совещании это все внимательно рассмотрим. После двусторонней встречи вице-премьер правительства России Александр Новак и глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провели расширенное совещание. Александр Новак отметил, что президентом и правительством России уделяется особое внимание регионам СКФО. Федеральный центр и дальше будет оказывать стимулирующие меры, чтобы республика развивалась. В приоритете, конечно, улучшение качества жизни. Активными темпами развивается промышленность и инфраструктура региона. Александр Новак отметил, год для страны и отдельных субъектов ответственны. Впереди большая работа. В этом году, уважаемые коллеги, как вы знаете, будет праздноваться 100-летие со дня образования Республики Ингушетия. Об этом подписан соответствующий указ президента Российской Федерации. Предусмотрено выделение денег из резервного фонда на организацию проведения праздничных мероприятий.
Безусловно, это знаковый юбилей для Ингушетии, для жителей республики. Поэтому тоже надо к нему готовиться и обсудим организационные моменты и содержательные. В целом впереди много задач, которые ставит президент. Особое внимание он уделяет, как вы знаете, развитию Северо-Кавказского федерального округа и в том числе Республики Ингушетии. Поэтому нам надо все вместе приложить усилия и для того, чтобы задачи, которые ставит президент, председатель правительства, были реализованы. Подробнее, что сделано в регионе в отчетном периоде 2023 года о реализации национальных проектов и государственных программ, рассказал председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. В истекшем году общий объем финансовых средств, направленный на реализацию нацпроектов, составил 7 миллиардов 263 миллиона. Из них федеральных средств 6 миллиардов 541 миллион, республиканских 722 миллиона. Бюджетные обязательства приняты в установленный срок в полном объеме. Контрактация составила 100%. Кассовое исполнение на 1 января 2024 года составило 7 миллиардов 215 миллионов рублей, что составляет 99,33%. В соответствии с подписанными соглашениями с федеральным министерством на 2024 год перешли следующие капиталоемкие объекты. Физкультурно-оздоровительный комплекс бассейн в городе Сумжа, физкультурно-оздоровительный комплекс в городе поселок Барсуки, корпус стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов город Молгодек, 5 объектов общего образования на 2430 мест и реконструкция мостового перехода через реку Сумжу в городе Карабулак. По итогам совещания зампред правительства России Александр Новак дал соответствующие поручения. Лина Цичева, Султан Булгучев, Магомед Дарсигов, Магаз 24.